Так, круто. Ну что, ребят, привет всем. Сегодня у нас полноценный выход за белым грибом. Так сказать, раннее утро. 5 часов получается утра, наверное. Встали в 4 утра, собрались и рванули пораньше. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Сегодня в планах пройти около 4 мест. Сейчас идем на первое местечко. Самое отдаленное. До него надо идти пешком, около 2 километров от машины получается. И остальные 3 места будут сразу рядышком. Небольшие переходы и опять на бару. А сейчас продвигаемся. За год видно, что вывозили лес вон здесь. Перебили дорогу. Ну и вот опилочки тут. Такая лужа была здоровая. Горбылем опилками положили. Вроде лето, а за лето места меняются. Приходишь осенью и удивляешься. Что-то все равно наделали. Что-то напилили, поломали, подожгли и так далее. Вот спилили деревья, мешали выезжать, получается. Ну там Палебские поля, так называемые. Я не знаю, откуда там делянка. С каждым годом все вырубают лес. Скоро будем без леса, без грибов, без ягод. Ну а сейчас продвигаемся. Там красивый бор. В чем он перспективен, то что там растет разный гриб. Помимо белого, там подосиновики. Можно лисичек подсобрать. Ну, короче, зайдем, посмотрим. Ушли, ребят, с дороги. Дорога идет все туда. И здесь такая низина. Ну, тропа есть, как бы, но уже зарастает тропа. Уже видно, что была раньше хорошая, а вот сейчас уже все в елках. Вроде несуразное место, болотина. Но сейчас буквально 100 метров, и мы поднимемся в красивое местечко. Очень красивый борик. Он, в принципе, небольшой. Но если 2-3 дня там никто не был, и мы сегодня первые, то, возможно, тихая охота на этом месте закончится, потому что можно набрать там хорошо. Ну все, прям. Ну вот, буквально 100 метров. И вот мы на таком красивом месте. Все, понеслась, ребят, грибная охота. Сегодня будем брать гриб жестко и уверенно. В этом маленьком барку, ребят, частенько птицы хорошо себя ведет. Ну, в плане глухарь, тетерев, рябчик. Здесь иной раз местные ставят петли. Не знаю, сейчас заряжено, не заряжено по сезону. Охота уже открылась на боровую дичь. Так что здесь красивое местечко, тихое, спокойное. Ну и дичь живет, не пуганая. Если мы пойдем туда, куда я вам говорил, за 3 места, то там уже много народу, дороги, а здесь еще как-то тихо, спокойненько. Ну и вот здесь мы, ребят, будем собирать грибочки. Будем смотреть. Разведку мы уже ходили. Знаем, что гриб вышел белый. Так что будем искать. Пошел в перспективную точку, ребят. Но там по-любому должен стоять белый гриб. Его почему-то не оказалось. Хотя 2 дня назад мы ездили с женой на разведку. На час вечером. Вечером вообще ездили и набрали немножко беленького. Но я все равно решил сюда приехать, вот именно в это место. Потому что здесь он должен быть. Но желание не оправдало. По дороге, пока заходили, Лариска нашла одного прямо на дороге. А на бару что-то голяк. Не видать. Ну, все равно стоило проверить это место. Мы как бы ничего не теряем, потому что здесь будет срез, и мы выходим на те места, как бы срезаем. Не возвращаемся обратно по дороге, а срезаем. Как-то вот так. Ну вот, ребята, о чем я и говорил. Вот стоит петелька. Классика жанра. Все правильно сделано. Вырубается елочка. Ну, особо еще... Ну да, она прибита гвоздями. Особо еще она не прибивается. Тогда вообще она красиво работает. Вот подвешивается калина. Вот петелька. Сама не видно, наверное. Пока она не заряжена, она должна вот так стоять. Рябчик сюда садится. Ягоду достать не может и хочет пройти к той. И заходит в петельку
и затягивается. Вот. На проволочке калины висят. В советское время, ребят, когда рябчика сдавали пушнину, вот промысловики, просто заряжали петельку и вешали красные там лоскутки, ниточки, даже не заряжая какую-то ягоду. Просто петли ставили тысячами штук и добывали в день там по 200-300 рябчиков. Это один промысловик только. Представляете, да, ребят, какое количество было вот этой движухи. Ну, здесь там где-то еще петли подъемные есть. Если это такая основная петля, есть подъемные, которые уже посложнее все, конструкция, которую птица вешивается и сдергивается, и ветка его вытягивает, и он в подвешенном состоянии висит, получается. Это вот классическая петля, но не заряжена. Давно уже стояла она прошлого года, походу. Но сезон только открывается, возможно, придут еще ставить. Я в детстве ставил эти петли и ловил рябчика. Правда, немного, но для интереса ставил, занимался, пробовал. А так, это надо конкретное зимовье, ну, в плане, если она у тебя есть. Ты едешь на охоту на 2-3 дня. Пока добираешься до избы, до зимовья, расставляешь вот эти петли. Вот еще одна стоит. Вон, ребят. Расставляешь эти петли. И в течение охоты ходишь день, проверяешь. Тем самым охотишься. Как-то так, ребят. Ну ладно, не суть охоты. Сегодня у нас тихая охота, ребят. Грибов пока нет. На выходе, ребят, стоят два белых, но они какие-то уставшие. Ой, что-то он вообще слабенький. Нет, у меня уже все. Да, это только белочки повесим. Пускай подсохнет. Все, ребят, бор реально пустой. Тут схода не было. А хотя 3 километра борик, а там был сход. Вот как бывает. Приехал, да, проверил, нет грибов, нет выхода. Оказывается, не время здесь еще. Не знаю, от чего это зависит, конечно. От ветра, от солнца. Ну, не проверили. Время здесь не теряли, сразу быстро прошли. Видно, что нету выхода, и все, идем, не теряя время. Потому что, опять же, выходные. Конкурентов много. Нам этого не надо. Папоротник растет. Тут ручей такой проходит. И вон папоротник. Реально папоротник. Революция мамонтов и динозавров. А вот, кстати, ребят, покажу. Может, кто не знает. Вот пристройки. Вот этот мох, ну, получается, ложится. Ну, баню строим или дом строим. Утепляется дом вот этим мохом. Все по старинке. Ну, сейчас продаются всякие разные там специальные ленты, жгуты, джуды. Опа. Ну, это опять же все химия. Допустим, если строить баню, естественно, все надо на природе. На низ кора березовая. Ну и мох, в принципе, самое то. Нет еще заменителя такого, чтобы пахло природой, деревом. А баня, она должна быть запах природы, дерева, а не какой-то химии. Муравейник, ребят, после медведя Михалыча. Ну, жизнь начинается опять небольшая. Ну, здесь был здоровый муравейник, и уже он раскиданный и брошенный. Муравей его покинул после того, как медведь разрыл его. Наблюдали картину со стороны, когда медведь разрывал муравейник. Он, получается, разрывает его, садится туда жопой в центр муравейника и сидит довольный. Муравей его покусывает, и он слизывает вот эту кислоту, которую брызгают они на него. Как правило, в муравейнике не 1000 муравьев, так кислоты достаточно на него попадает. И вот он сидит, лижет ее. Какие-то белки получается. Так медведи называют муравейник. Он такой средний получается. Немного коричневый. Ну, бывает пятнистый. Какое-то пятно у него есть. Черное или белое даже. Видели эту картину? Очень прикольно
со стороны посмотреть. Переходим на новое местечко, на новый бор. Срезаем по полю сейчас. Ночью была дождь, ну и роса. Я в Забродниках, а вот Ларисе Юрьевне не поздоровится, вся сырая будет. Ладно, проходим. Что, ребят, немного усилий. И мы на новом местечке. Тоже небольшой бор. В верховье этого бора, там низовье. Этот лес, кстати, горел в свое время. Думали, что гриба не будет. Нет. Все нормально, год-два. И все как не бывало. Все растет. Все живет. Ну вот. И на этом барку стоит беляночка красавица. О, ну, симпатяга, да. Мое. Твое, да? Но приходила его что. Ну, здесь надо низины больше, от края держаться. На бару как бы не очень, а вот чуть-чуть здесь они уже растут. Я открываю сегодняшнюю эстафету. Вот такой беленький. Опа. Красавчик. Да. Конечно, потеряли много времени, но все равно хотел проверить тут бор. Проверили, короче. Ну и вот тут уже как-то начинают такие переросточки. А маленький, да? Но он какой-то больной. А тут тоже непонятно. А нет? Ты что, Риска? Два красавца. Симпатяги. У меня больные. Больные. А у меня нет. У меня хорошие. Да. Он вообще, конечно, больной. Вот, А он там еще. А он еще шляпа. А он там еще шляпа. Смотри, какой гигант. О, ребят, смотри. Вот это да. Вот это монстрила. Сейчас я его вытащу. О! Лариска, смотри, какой каравай. Сейчас мы его белочки оприходуем. Семейка вышла давно уже. О, давай, друган. Вот так. Белочки суши. Белочка тебя съест. Или барандучок. Что, ребятушки, пришли на перспективную точку. Ну, здесь самая основная сборка грибов будет происходить сегодня утром. Так, ну спустились с горы, получается. Ага, и вот, ребят, стоит. Хо-хо-хо! Вот это брат. Это брат севера. Конкретный. Ох ты, ребятушки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это брат. Вот он. Вот это позер. Красавец. Вот за такими, ребят, надо жить. За таких грибов. За него лайкос. Лайкос, ребят, стабильный. Ай, красавец. И виднеется вдали белый грибочек. Красавчик ты мой. Опа. Опачки. Вот он. Парень, парень. Хорош. Место урось. Были буквально, 3 километра до нас. Но нету. Вот, ребят, пожалуйста. Раз. И второй вон, красавец. Вот с чем это, ребят, связано? Непонятно. Такой же бор. Все то же самое. Буквально спустились. Ну, там прошли по дороге и спустились. Ну, километра 2 мы дали. Там выхода вообще никакого нет. Здесь зашел вот сразу, буквально на пятачке стоит гриб. Все. Вот еще один. Даже два. Один малыш. Опа. Вот он, пузатый какой. И вот еще. Давай, брат, давай. Вот так. О, зачет. Зачет. Вот, ребят, видно срез какой-то недавнешний. И он такого красавца, ребят, пропустили. Просто пропустили, реально. Здесь дорога вот уже проходит 10 метров. И вот пропустили такого. Ну это, ребят, вообще шикардос. Оба! Начинает зеленеть уже. Третий сорт ему дам. Но он съедобный, он нормальный. Сейчас посмотрим на чистоту. Сейчас поставлю камеру. Сейчас посмотрим. Ну, тут мох. Мох тут, ребят, должен быть чистый.
Он просто идеальный, ребят. Идеальный. Грибы чищу сразу, как бы стараюсь максимально почистить. Это приучила меня мамка меня к этому. Дома уже буквально перебрать, порезать. Уже минимум мусора, минимум грязи. Стоит красавец. Красавище просто. Ох ты, зарылся как хорошо. Опа. О, такой какой-то странный, кривоватый чуть-чуть. Что-то ему помешало здесь расти. Вижу издалека. Красавец просто стоит. Просто красавчик. И он Лариска тоже нашла. Опа. Опачки. Во какой. А у тебя какой? Тоже нормальный, да. Ну вот тут вон дорога, ребят, вон дорога. Вон она проходит. Прямо возле дороги растут. Опять сдалека. Не даю Лариске дойти до гриба. Сдалека собираю. Я говорю, сдалека твою тропу собираю. Ах ты. О, вот это толстяк. Во какой парень. Симпотка. Ребят, хочу показать. Вот старый срез. Старый уже такой желтый. Потом свежий срез. Старый срез. И вот грибница, ребята, смотрите, как она расположена. Значит, вот маленький стоит. Вот. Только сегодня начал расти. Вот он. Вот так грибница. Жик-жик. Вот по срезу можно сразу ориентироваться. Буквально метров 5 можно ставить гриб легко. Народ катается. Какой-то мужичок на скутере. Стоит красавец. Вижу тебя, родной. Вижу. Опа. О, вот этот красавец боровой. Иди сюда, вот он. Вон он. Симпатяшка. Такие крепыши, ох, красота. В целом, ребят, согласитесь, как здорово погулять вот в тайге, в лесу, в чистом бару, подышать воздухом с утреца. После такой прогулочки чувствуется такая небольшая усталость в ногах. И это хорошая усталость, потому что это не от работы, а от удовольствия от прогулки твоей. Ну и помимо собираешь грибы. Здорово, вообще шикарно. Ну, я бы не сказал, что отличный выход гриба, но он есть как бы. Ну, так, все равно. Это еще не самый пик. Когда идет пик, тогда идет пик. Там понятно. Он просто растет везде. Где должен расти, нигде не должен. Он просто везде. Что тут? Тут присядем. О, ребята, остановились попить чайку. Перекусить немного. Все равно уже погуляли так. Тот бор прошли. Вот этот пестер, который показывал в прошлом ролике, также служит как рюкзачок, чтобы отдельно не брать. Здесь у нас бутерброды, выпечка. Лариса Юрьевна что-то там нам приготовила с утреца, пока я еще на диване нежился. Чайковского. Аккуратно кипяток. Полную налью, чтобы остыло. Вот так. Правда не зеленый, черный. И с сахаром. Все как ты не любишь. Специально сделал. О, бутербродики. Чем бутербродики? Колбаска, сыр. Нормал. Выпечка. Так, ну, попили чаек с Лариской и сразу же зашли на местечко и нашли двух красавцев. Раз. И вон Лариска там увидела. Малыши. Крепыши. Крепыши, да. Вот такие. Сразу же недалеко ребят стоят. А я сегодня не Два. И Лариска еще одного нашла. О, там у тебя вообще шикарный, слышь. Ну-ка давай-ка я у тебя посмотрю. О, вообще. Фига тут на пятаке выросли. Четкие, классные, да. Но у меня тоже неплохие, я тебе скажу. Ну, тут на пятачке как выросли.
Не заходили, походу, сюда никто. О, нормальный гриб. О, раз. Два. Шикардосики. Потихонечку, ребят, наполняется у нас. Дело-то все. Сегодня с Лариской покажем вам интересное блюдо. Что можно сделать с белым грибом. Не только жареный гриб с картошкой, там, да, и так далее. Там грибница, там суп с грибами. А можно сделать красивый ресторанный номер. В принципе, если получится. Ну и, конечно, меня интересуют не домашние условия, а все блюда, которые мы готовим, я стараюсь сделать это на участке. Это костер, ну и так далее. Что, допустим, можно сделать это в лесу, в тайге. Не такие домашние блюда, которые есть там духовка, комфорт, все спокойненько, все под боком. А вот именно такие полевые условия. И этим я показываю эту кухню, потому что может кому-то это пригодится и где-то на зимовье или на избушке кто-то это приготовит. Ох, ребятушки, какой красавчик. Опа. О, просто шикарный гриб. Шикарный грибок. Все работаем по старой схеме, ребят. Срез уже такой, ну, желтоватый, уже гниет. Бац, бац, бац. Опа. И вот беленький малыш. Оп. Вот. Все работает, все по старой схеме. Нашел срез, кружится возле этого метра, буквально 5 на 5 метров. Есть гриб, все. Ходим, ищем. О, малышок стоит. Вот это, ребят, самый товар, самый товарный сорт. Опа. Вот он. На. Маленький, да? Ребят, смотрите, какой муравейнище. Здоровенный. Дожил муравейник. Да, найдет его медведь, рад будет, конечно. Такой. Да ладно, лисички. Да ладно. Во-во-во. О, точно лисички. Ага. О, тут на экране, смотри, сколько их высыпало. Сейчас соберешь. Тут немного, в принципе, смотри. Маленький. Ну тут, видишь, уже бор заканчивается, как бы там уже болото идет. Может, из-за этого на краешке высыпало чуть-чуть. Лариска возле дороги нашла. Беленький. Вот это, ребята, луговой. Вот это боровики у нас в пакетах, а вот это луговой. Вот он. Шляпка коричневая у него, не такая бурая. И ножка такая сероватая. Он тоже белый, но он такой более сухой, более легкий. А этот такой более упитанный, более массивный. Ну и красивый, конечно. Ну вот, ребят, уже идем домой по дорожке. И он стоит беленький. Лариска, срежь его, а? Я уже не буду. Ну, малыш, прямо на дороге. Ну, люди проезжали, сейчас видели. Мужичок заехал. Толстоногий, да? Угу. Прямо на дороге растет. Мужичок потом. Мужичок там с женщиной, с собакой там гуляет. Только-только заезжает. Но мы уже выходим. В принципе, нормально. Ну что, можем подвести итоги, в принципе. Лариска, что за у тебя улов? Ну, пойдет. Я же девочка. Андрей Викторович, конечно, поднабил кузовок. Полпакета. В принципе, нормально, мы довольны. Вышли, ребят, к дороге, к машине. Вот такая дорога. Там село Воча. Охота водички попить, ребят. Что-то подспотел. Здесь бьет ключ. Можно попить воды. Чай горячий. Хочется водички. Опа. Вот такой туннель. Алло. Ваше здоровье, ребят. О, вода бомба. Холодная. Чистая. Вкусная. Ну что, ребят, вот такая прогулочка у нас получилась. Еще один поход в лес. Собрали грибочков, отдохнули, погуляли. Ну, в принципе, нормально, ребят. А люди только заезжают, вот, видно,
люди только заезжают. А мы уже едем. Пакет грибов нам хватит, ребят. Так что, ребят, Дрюня на связи. Всем удачи, всем пока.